В эфире телеканала «Якутия-24» программа «Актуальное интервью». В республике право на получение компенсации на уплату взносов на капитальный ремонт получили семьи, состоящие из неработающих пенсионеров и инвалидов первой или второй группы. Соответствующую поправку на днях одобрило Государственное собрание Илтумен. Подробнее об этом и других нововведениях в правилах капремонта мы обсудим сегодня с гостем студии, заместителем генерального директора фонда капремонта республики Татьяной Шигаповой. Татьяна Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы выделили время и приехали к нам в студию. Вначале давайте поподробнее о последних изменениях, для кого расширены льготы по взносам за капремонт. Да, сегодня очень многие СМИ недостоверно трактуют новые изменения в законодательстве об оплате взносов на капитальный ремонт, касающиеся уплаты. Да. Тут необходимо прояснить. Дело в том, что поправки в жилищный кодекс, введенные 1 января 2019 года, а также в законе о капитальном ремонте, они никого не освобождают от уплаты взносов на капитальный ремонт и не вводят какие-то дополнительные льготы. Изменения, которые внеслись в жилищный кодекс, статью 169, они лишь увеличили число граждан, получающих право на ранее существовавшую льготу. До настоящего времени право на получение субсидий, возмещающие ежемесячные взносы на капитальный ремонт, имели право получать пенсионеры, которые достигли 70-летнего возраста, одиноко проживающие или проживающие с членами семьи, которые не работают, а также пенсионного возраста. Да? Вот с 1 января данная категория, именно та, которая проживает еще с инвалидами первой и второй группы, они также имеют право на получение данной льготы. Также важным условием получения компенсации, вот этой социальной поддержки, да, является отсутствие задолженности по взносам на капитальный ремонт. Ранее данный факт подтверждали сами собственники. Они брали соответствующие справки в фонде у нас, да, в фонде капитального ремонта, предоставляли в агентство субсидий, об отсутствии долга. Да. Федеральным законом 1 ФЗ с 23 января текущего года граждан освободили от необходимости доказывать отсутствие, да, там, или задолженности. То есть и обязали регионального оператора или владельца специального счета предоставлять данную информацию в течение 5 дней со дня поступления запроса от уполномоченного органа. Да? Это как у нас агентство субсидий. Данную меру мы будем реализовывать в республике, да, только после того, как внесутся соответствующие изменения в закон о капитальном ремонте и наладится у нас электронный взаимообмен информацией с агентством субсидий. В настоящее время мы ведем такую работу, так что в скором времени это будет у нас реализовано. Вот как раз таки о дальнейших планах мы сейчас поговорили о том, что уже есть, а какие еще изменения будут вводиться в этом году, и изменится ли размер взноса и сколько он составляет сейчас? У нас уже с нового года, с 1 января, действует новый минимальный размер взноса. Он утвержден приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства, утвержден в октябре прошлого года. По деревянным домам он составляет 4 рубля 88 копеек за 1 квадратный метр. По каменным домам без лифта он составляет 6 рублей 88 копеек. И по каменным домам с лифтом 9 рублей 13 копеек. В среднем увеличение произошло на 13%. Новые размеры они будут действовать на протяжении всего 2019 года. Тут надо сказать, что тогда, когда у нас принималась региональная программа, минимальный размер взноса был один из самых низких по стране. И в течение 2 лет он не индексировался даже на уровень инфляции. С 2017 года размер индексируется. Действующее законодательство позволяет это делать, причем ежегодно на период действия всего срока региональной программы. Изменения размера взносов, тарифов, они прежде всего обусловлены экономическими инфляционными процессами, которые отражаются на стоимости материалов, на стоимости самих работ, да, при проведении капитального ремонта.
Но на сегодня вот экономически обоснованный размер минимального взноса в центральных районах составляет порядка 25 рублей, а в северных районах порядка 50 достигает. Данную разницу компенсирует нам государственная поддержка из республиканского бюджета в целях реализации региональной программы капитального ремонта. Вопрос, который, наверное, возник после озвучивания всех этих цифр у любого якутянина, который сейчас смотрит нашу программу. Разница между оплатой капремонта в каменных домах с лифтом и без практически в 1,5 раза. В связи с чем связана такая большая разница? Действительно ли столько денег требуется на то, чтобы поддерживать лифты в хорошем состоянии? Конечно, для установления лифтового оборудования требуются очень большие средства, поэтому, соответственно, такой соответствующий скачок. Для жителей новостроек с какого времени возникает обязанность по уплате? Законом республики допускается не освобождение жильцов в накоплении средств на капитальный ремонт, а отсрочка. Отсрочка или каникулы, они предусмотрены статьей 2 Закона о капитальном ремонте. В ней сказано, что если дом попал в программу уже после начала ее действия и при очередной актуализации, то срок начала сбора средств откладывается на 5 лет. Но не с момента сдачи дома, а именно с момента включения при очередной актуализации. Актуализация региональной программы впервые прошла в 2015 году. Официально она была опубликована на русском языке 24 июня, а на якутском языке 30 июня 2015 года. По истечении 10 дней актуализация вступила в законную силу. Тут можно сказать, что те дома, которые введены после 1 июля 2015 года, на них и распространяется правило о 5-летних каникулах. В конце прошлого года проводились различные акции по взысканию долгов по взносам. Возымело ли это силу, сокращается ли количество должников, ну и, соответственно, объемы самих долгов? Да, мы в течение 2018 года проводили различные мероприятия, направленные и на повышение показателя собираемости, и в отношении должников. Такие как акции «Прощенные дни», наверное, все помнят, да, по списанию пеней. Мы рассылали красные долговые квитанции должникам. Также мы усиленно проводили информационно-разъяснительную работу, претензионно-исковую работу. Конечно, все эти мероприятия, они положительно отразились на показателе собираемости. Он у нас подрос на 10 пунктов